Лопаты в руки и за дело. Свой праздник они встречают, что называется, за трудовыми подвигами, не забывая, конечно, о мерах защиты. Посадить свое именное дерево пришли около 30 ребятишек разных возрастов. Этот маленький саженец для Фериде Цицкеевой первый высаженный собственноручно за 17 лет жизни. Поэтому момент волнительный и ответственный, говорит девушка. Ведь теперь за зеленым подопечным нужен глаз да глаз. Каждый сажает свое именное дерево. Я выбрала, например, айву. Мне нравится это дерево. Я буду приходить сюда, смотреть, как растет мое дерево, удобрять его, поливать и ухаживать, в общем. Традиционные вишня, айва, яблоня и экзотический инжир. В общей сложности здесь должно появиться около 20 плодовых деревьев. Для семьи Буражевых такая акция – прекрасная возможность выбраться из дома и подышать свежим воздухом. Хэди вдова, она воспитывает девочку и мальчика-инвалида. Они рады такому событию, так как собственного сада, о котором всегда мечтали, не было. А теперь появилась возможность и за деревом поухаживать, а скоро и плоды пособирать. Мы в квартирах, кстати, живем. И вот сейчас вышли первый раз смотреть за своими деревьями, которые мы посадили. Там непосредственно у каждого свое дерево. И вот они будут за ним ухаживать, поливать. Посадил дерево, получил подарок. С пустыми руками никого не отпустят. Аппарат по правам ребенка и благотворительный фонд Рохма Инк стараются всячески поддерживать нуждающихся. Совместную акцию они проводят не впервые. Но в этом году, несмотря на эпидемию, постарались охватить самых нуждающихся. Эти дети с ограниченными возможностями, они дети-инвалиды, дети-сироты. Мы собрали детей, которые у нас находятся на красной зоне фонда Рохма Инк. Ежегодно проходят мероприятия по сиротам. Мероприятие называется «Улыбка сироты». Вот. После окончания карантина по плану работы мы проведем акцию, соберем 500 детей и более 2000 детей. Обрадуем их подарками. 1 июня – это Всемирный день ребенка. И поэтому каждый год мы готовили всегда масштабные мероприятия совместно с главным муниципальным районом. Но в этом году, конечно, из-за карантина у нас не получилось сделать огромное масштабное мероприятие, как мы хотели этого. Но помимо этого все-таки мы сделали так, что понемножку охватили с каждой республикой, понемножку как-то для детишек сделать такое маленькое мероприятие. Из Али-Юрта прямиком в Назрань. Посадить дерево, вырастить сына и дом построить. Зарина Илиева в 2 первых пунктах давно поставила галочку. Вот только с последним никак не получалось. Много лет назад она потеряла мужа. 4 детей пришлось поднимать самой. Все это время жила в маленьком доме, без элементарных удобств. Я условий благодарялч. Мир, Пенсии сына-инвалида не хватало на постройку нового жилья. Так бы и жила Зарина с детьми, если бы волонтеры не узнали о ее бедственном положении. Но теперь все плохое уже позади. Мы им построили магазин отдельно, чтобы или она в аренду сдавала, или сама как-то что-то могла продавать, как-то был у нее какой-то доход, и не всегда она как бы на балансе у фонда была. Также мы планируем построить ей забор, поставить ворота, сделать облицовку, поставить мебель в доме, всю необходимую и бытовую, все, что необходимо для данной семьи, как мы это обычно и делаем. Мы ей все поможем, сделаем. Единственное, что вот сегодня-завтра уже будут готовы подвесные потолки. Надежная крыша, отопление, просторная кухня, 3 спальни, зал, ванная и даже помещение под собственный магазин. Отметить новоселье Илиевы смогут уже в ближайший месяц. Вот и ключи от заветного дома уже получили. Совершенно особенный праздник, сопровождаемый не только весельем, но и привлечением внимания к самым маленьким, к тем, чью жизнь мы, взрослые, должны сделать лучше, комфортнее и безопаснее, особенно если это сироты. Поэтому ключи от собственного дома получат еще 2 семьи из Малгобека и Чермена. Без внимания не останутся и дети, возвращенные из Сирии, которые проживают в Карабулаке и городе воинской славы. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.